общественная организация «Крым Элиси», «Крымская семья» проведет презентацию проекта образовательный курс «Крымские татары. История, культура, искусство». Это результат работы историков и деятелей культуры. Стало первое учебное пособие «История Крыма и крымско-татарского народа», изданное на двух языках, на украинском и крымско-татарском. И будет представлена образовательная онлайн-платформа с циклом лекций, курсом видеоуроков по истории, культуре и искусстве крымских татар. Над созданием этого учебника, этого пособия работала большая группа историков, деятелей культуры. И вот один из них, один из авторов с нами на связи, это Рустем Скибин, известный керамист, он же заслуженный мастер народного творчества Украины. Добрый вечер, Рустем. Добрый вечер, рады. Можете нам рассказать поподробнее, что это за пособие, что за платформа, какой исторический период он охватывает и какая ваша роль в работе над ним? Да, если говорить об историческом, то это с самого раннего и по сегодняшний день история формирования традиции, культуры крымских татар. Моя работа заключалась больше в прикладном искусстве, в искусстве крымских татар, в коммуникациях с мастерами. И в этом проекте мы представили 5 сегментов нашей культуры с мастерами, которые провели серию лекций и мастер-классов, каждый в своей сфере деятельности. У нас была представлена одежда. О ней рассказала известный дизайнер, модельер Майри Люман, исследователь крымско-татарской одежды. Рифат Куртиев, чеканка, металл, художественный металл, посуда, предметы, то, как это выглядело, где это использовалось. Это наша очень известная вышивка, которую представила Айше Усманова, двусторонняя, махлама и приемы исполнения. И керамика, 2 мастер-класса, история возникновения керамики гончарного круга. И второй мастер-класс народная игрушка. Мы с детьми пробовали лепить на месте и сделать продукт, свистульку, которая была бы рабочей, интересной. Я правильно Вот. понимаю, что это печатный учебник, который вот будет издан? Можете рассказать о его тираже, о том, где он будет распространяться, кто его может, и для чего он, для кого он? Ну да, сейчас это ограниченный тираж, который уже практически весь разошелся по библиотекам, по общественным организациям по всей Украине. А сейчас, я так понимаю, допечатывается вариант на крымско-татарском языке, который также будет роздан и частично передан в Крым. А, И вторая часть — это виртуальное пространство, это серия вот видеоуроков, лекций, и также будет аудиокнига в формате издана. М, Где он будет применяться? Это будут просто можно будет купить в магазине, это будет пособие для школ, вузов. Ну, сейчас, как я уже сказал, это не коммерческий. Сейчас это раздается по библиотекам, по школам для того, чтобы большее количество людей могло с ним ознакомиться. Вот. О дальнейших планах вам, наверное, расскажет организатор, куратор этого проекта Анифе Курситова, организация Крым Айлиси, Крымская родина. Потому что книга вызвала огромный интерес среди зрителей, читателей, и там после публикации нескольких в Фейсбуке уже прям поток вопросов, где Предзаказ. можно приобрести, да, предзаказы. А как вы участвовали? Почему вы решили участвовать в этом? И, собственно, как вы поняли, что именно нужно из вашего творчества показать в этом учебнике?
Ну, конечно же, к сожалению, мы не можем показать весь спектр, так как ограничены средствами, возможностями. Но это первый такой шаг нами сделан. Он очень важен для того, чтобы познакомить всех и украинцев, и не только украинцев, с крымскими татарами, с народом, с его историей, с традициями. Я хочу обратить внимание и более так как бы уточнить о живых традициях, которые сегодня у нас известны, они популярны, они используются. И есть такое выражение «народ жив, пока жива культура». Для меня это важно показать, рассказать об этом для всех.